Сәлем барлық сұлуды көркем жандарға, менің есімім Мөлдір, Мока десеңіздер болады. Приветствую вас на моем YouTube канале. В сегодняшнем видео мы будем смотреть, какая же косметика популярна с высоким рейтингом в приложении Kaspi.kz. Kaspi — это то, что набирает или уже набрал бешеные обороты пользования в Казахстане. Наличие товаров очень высокое. В сегодняшнем видео я выбрала декоративную косметику. Про уходовую косметику я не стала покупать. Там в основном корейская косметика. Если вас заинтересует уходовая косметика, напишите в комментариях. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Мы не будем тянуть и начнем. Вот мои покупки. Я вытащила все с пакетиков. Как я и говорила, приложение Kaspi.kz это очень удобное. В фильтрах я выбрала высокий рейтинг, и то, что было первым, я купила все. Там удобно, конечно, но, например, если хочешь отдельные продукты выбрать, если хочешь выбрать румяна, то обязательно выскакивает и румяна, хайлайтер, бронзер и скульптор. В этом плане неудобно. А так очень хорошо. Начнем, конечно же, мы с... Ой, крышка упала. Ладно, потом возьму. С тонального средства. Это у нас коллаген от фирмы Enough. Это корейская косметика. По названию мы понимаем, что это увлажняющая основа. С названием мы понимаем, что это увлажняющий тональный крем с сияющим эффектом конечным. Мне такие больше нравятся, чем матовые. Кожа как будто выглядит посвежее. Здесь написано, что SPF 15, это хороший плюс. Также очень хороший объем, 100 мг. На очень много хватает. У меня в оттенке 13. Я, если честно, ни разу не пользовалась тональным средством этим. Хотя он очень знаменит. Многие мои знакомые им пользуются. Давайте попробуем на руке. Приятная консистенция, есть небольшая отдушка. По покрытию, мне кажется, это будет от среднего к плотному. Есть отдушка, мне понравилась. Тональных средств у Enough очень много. Я пользуюсь одним из них. Это вот такая вот тоналка, 8 пептидов. Теперь будет возможность сравнить эти две тоналки. Здесь, по отличию от коллаген, просто по первому впечатлению разница. Здесь SPF 50, это очень хороший плюс. Дополнительными средствами не надо будет пользоваться. Покрытие среднее. Я им сегодня попользовалась. Можете посмотреть на моем лице. Мне он очень нравится, он мой фаворит. Также 100 мг. У меня 21 оттенок. Я от коллаген выбрала чуть посветлее, потому что по банке, кажется, и по отзывам, мне кажется, подойдет 13 оттенок. У этой тоналки есть только плюсы. Он не западает в поры, стойкость очень хорошая, не выглядит как маска, не чувствуется на лице, не подчеркивает морщины и так далее. В общем, одни только плюсы. Мне очень нравится. Потом уже в следующем видео, наверное, попробую все на лице. Коллаген стоил 2052 тенге. Очень бюджетно. За такой объем это просто супер. Наверное, он хороший. Не зря же все им пользуются. Консилер. По консилеру с высоким рейтингом был Miracle Touch от Art Visage. Как он выглядит на лице, уже знаем. В предыдущих видео мы его использовали, когда снимали монообзор на бренд Art Visage. Он мне очень понравился. По плотности он тоже средний. Очень хорошо сидит на лице, хорошо прикрывает синячки под глазом. Ретушь консилер от Vivienne Sabo. Он вот так вот выглядит вторым оттенком, 3 мг. Покрытие обещает плотное. Давайте попробуем на руке. Оттенок теплый, по покрытию легкое, кажется. Возможно, плотное. Посмотрим уже на лице, как будет. Нет, плотность очень хорошая, высокая плотность. По обещаниям на сайте сказано, что оно среднего покрытия, не скатывается, не забивается в поры и морщины. Отлично маскирует несовершенство. Надеюсь, так и будет. Вообще-то мне Vivienne Sabo очень нравится. От Vivienne у нас тут еще некоторые продукты есть. Бюджетный бренд. Большинство продуктов очень отличные. Редко бывают неудачи. Так, по цене Kaspi Miracle Touch стоит 1900, а Vivienne Sabo стоит 2880 тенге. Так, следующее у нас румяна. К сожалению, мой заказ от Kaspi еще не прибыл, но когда я буду записывать макияж, наверное, он уже будет у меня. Я заказала вот такие вот румяна от Belor Design. Это румяна в стике в оттенке 01. Мне нравятся жидкие продукты, особенно в стике. Это очень удобно. Обычно румяна в стике можно использовать и на скулы, на губы, и на веки. Это такие вот помады мягкие, хорошего оттенка, которые можно использовать универсально. И можно таскать с собой, очень удобно. В общем, я его жду. Он стоил 2998.
деньги. Вообще товары, которые были с высоким рейтингом, то есть популярные в Kaspi.kz, почти все бюджетные, до 5000. Отдельно, если не говорить о палетках для лица и для глаз. И следующий продукт это у нас для лица. Это вот такая вот тройка от NYX. Кажется, все его знают. Он очень знаменит. Он стоит на первом месте и по хайлайтеру, и по скульптору. Здесь скульптор, хайлайтер и корректор, который наносится на передней части лица. Так, он в оттенке 01. Давайте попробуем его. Он стоил 7457. Так, вот так он выглядит. Давайте попробуем на руке. Хайлайтер очень нежный, в том плане, что не слишком сияющий, прям деликатный. Ну, как будто слишком суховатый, рыхлит, что ли. А так вообще красивый. Скульптор мягкая, шелковистая. Оттенок красивый. Должен мне подойти. Я люблю скульпторы. Бронзерами я не пользуюсь особо. И чуть-чуть проверим корректор. Он, наверное, как пудра, да? Этот товар очень знаменит. Не зря же он в топе. И визажисты, и просто девушки им пользуются. И, кстати, хотелось бы сказать, что в Kaspi, надеюсь, только оригиналы косметики. Не знаю, как они это проверят. Какие-то сертификаты, наверное, должны предоставить продавцы. Не хотелось бы попасться на подделку. Так, следующий у нас последний продукт для лица. На первом месте по пудре стояла Пупа. У меня раньше была такая пудра, я его использовала прям до конца. Даже если я его знаю, я его все равно купила, мне он очень нравится. Также что-то новенькое купила. Это Релуи, рассыпчатая пудра. Очень большая упаковка, 40 грамм. На очень долго хватит, наверное, его не закончу даже. Так, есть маленькая вот пуховка, очень удобная, такая пушистая. У Пупа она очень маленькая, тоненькая, не знаю. Я обычно ими не пользуюсь, пудру я обычно наношу кистями. У Пупы есть зеркальце, у Релуи нету. Так, давайте сперва Пупу попробуем. Пупа, в общем, мне нравится. Она не пылит, очень хорошо ложится на лице, не подчеркивает поры. Прессованная пудра, я, кажется, которым я пользовалась, я несколько лет пользовалась. Оттенок тут 0,4. Пудра от Релуи. Уберу-ка наклейку. По отзывам должна хорошо фиксировать макияж. В текстуре шелковистая. Нету никакой отдушки. Вот эта пуховка похожа на ткани, которые, наоборот, убирают макияж, такие многоразовые. По цене, так, забыла сказать, по цене я посмотрела, Пупа стоил 5136, а Релуи 2197 тенге. По лицу мы закончили, только что поняла, что я не заказала средства для бровей. Для следующего видео я, наверное, закажу, и он будет уже у меня. Так, продукты для глаза, начну, наверное, с туши. Это Cabaret Premier от Vivienne Sabo. Ничего плохого не могу сказать. Удобная щеточка, дает длину и объем 9 миллиграммов. Я им раньше пользовалась. Единственный минус, то что его хватает только на месяц. Он быстро засыхает. Наверное, из-за того, что он водостойкий. По цене он стоит 2300. Так, следующая, точно так же его подружка, можно сказать. Это Cabaret Premier, подводка для глаз, 5 миллиграмм. Не знаю, он водостойкий или нет. Не могу найти эту надпись. Ну, наверное, нет. Я обычно не пользуюсь подводкой. Стрелку я делаю карандашом. Подводкой я не пользовалась особо. Ну, теперь буду пользоваться. Посмотрим, как она. По финишу она не матовая, сияющая. Ну, фетровый наконечник очень удобный, тонкий. Можно нарисовать очень маленькую, красивенькую стрелку. Давайте попробуем по стойкости. Обычной салфеткой. Но оно не водостойкое, видите? Сразу убирается. Ну, это и плюс, и минус, не знаю, кому как. Про жидкие тени. Жидкие тени я не покупала, они у меня были уже в наличии. Жидкие тени, это, конечно же, Luxe Visage, Metal Hype и Matte Tint. В топе только они и стояли. Я не стала их покупать, они у меня уже есть, как говорила. У меня Metal Hype 2 оттенка, это 0,8 и 12. Они идеальные в том плане, что можно их использовать и матовые, и сияющие оттенки можно использовать как подложку для теней, для сухих теней. И также можно использовать их как отдельные тени. То есть они не скатаются, то есть полосками не станут на глазах. Если отдельно использовать, не закреплять их тенями, они очень стойкие, также не улетят. То есть здесь есть, здесь нет, они такими не становятся. Очень удобные, в общем. Покажу на руке.
Можно также нанести их слегка, растушевать. И можно нанести поплотнее, чтобы сияние было сильным. Видите, как красивый оттенок. И бордовый оттенок выбрала. Красивые цвета. И матовый я взяла как подложку для теней, потому что он особо не виден на глазах. Можно просто нанести. Если хотите макияж без макияжа, можете просто его нанести, чтобы глаза были очень здоровыми, красивыми, без макияжа, как будто. Ну вот, телесного оттенка. И по цене эти тени стоят около 1400 до 1500 тенге. Очень бюджетно. И их, кстати, надолго хватает. Например, сделали легкий макияж и металлическим оттенком и сияющим оттенком чуть-чуть подчеркнули века. Очень красиво и свежо выглядит. Итак, теперь тени для глаз. Это Revolution Velvet Rose. Палетка теней. Здесь 15 оттенков. 5 из них сияющие, остальные матовые. По цене она стоила 5599 для хорошей палетки теней. И по цене на такой объем, на такую красивую палетку это очень хорошо. Если по качеству они не подведут, то будет вообще супер. Оттенки мне нравятся. Можно сделать красивый макияж, так и дневной, так и вечерний. Например, использовать вот этот и вот этот вместе, будет очень красиво. Давайте попробуем на руках сводчи. Начну с коричневого. Пигментация отличная. Цвет такой красивый, благородный. Попробую оранжевый. Пигментация чуть поменьше, чем у коричневого. Так. Какой? Давайте шиммерный один попробую. Вот этот золотистый. Сияшки какие-то большие. Посмотрим, как это будет на сводче. Ну, сияшки не отдельными частями. Это хороший плюс, чтобы не попадали в глаза, не раздражали глаза. И сияние нормальное. Розовенький попробую. Но не особо пигментированный. Сияющие оттенки как будто не особо передаются на руке. Давайте еще один матовый попробую. Я хочу вот этот вот темный посмотреть оттенок. Если вот так вот смотреть, как будто он серый, чуть-чуть сияющие оттенок, блесточки есть. Но на руке как будто он прям черный-черный. Интересно. В общем, универсальная палетка. Для такой цены он очень хороший, мне кажется. С тенями закончили. У нас последнее осталось. Это средство для губ. Карандаш для губ. Там стоял, конечно, самый популярный карандаш для губ. Это Miss Thais в оттенке 780. Он у меня уже был. Он очень хороший, красивый оттенок. На губах выглядит очень супер. И купила в другом оттенке 763. Он чуть потемнее. Мне нравится темный оттенок помад, карандашей. И из-за этого купила. В магазинах Miss Thais стоит дороже. Где-то 1600-1700 тенге. Каспий он стоил намного дешевле, 677. Не знаю, из-за чего такая разница. Надеюсь, на качество это не влияет, и это не подделка. Помада. Это помада Nude Matte от Reluí. Жидкая помада. У многих девушек я его видела. Тоже хотелось очень попробовать. Оттенок красивый. Есть одушка такая сладкая, карамельная. У всех помад такая, кажется. Последняя. Это блески для губ. По блеску для губ на первом месте стоял Vivienne Sabo в оттенке 11, красный, 3 миллиграмма. Что-то у некоторых вещей я наклейки убрать забыла. По блеску я купила еще второй блеск. Я о нем не слышала ранее. Это Lip Maximizer. Это те блески, которые типа обещают объем губ, который увеличит губы. Наверное, там в составе есть либо перец, либо ментол. Ментол мне нравится от Givenchy с ментолом, блески. Мне нравится эффект ментола. Они, мне кажется, не особо увеличивают губы. Ментол придает такой холодок, а перец, я не знаю, какой у него будет эффект. Такой толстенький аппликатор. Запах такой классный. Блеск для губ с оттенком. Такой красивый. Прям как на упаковке на вишенку похоже цвет. Не липкий. Красиво сияет. Не
понравился, да. Так, теперь лип максимайзер. По цене Vivienne Sabot стоил дороже, около 3000, а лип максимайзер 1400. Аппликатор мне сразу не нравится. Он такой дешевый. Упаковка скрипит. По консистенции она жидкая, желтоватая какая-то, но прозрачная вроде. Запах также сладкий. Я люблю сладкое, но прям не как блеск, а как масло, что ли, для губ. Также не липкое. Так, хочу попробовать его сразу. Давайте попробую. Единственная вещь, которым я накрашусь на видео. Просто хочется посмотреть на эффект. Капец, он уже жжет. У меня сухие губы. Прям сильно жжет. Посмотрим на эффект. И отдельно хочу сказать про одну маску для губ. Это Laneige. Я не знаю, как она читается, фирма, то есть ночная маска для губ. Ничего отдельно не могу сказать про эту маску. Ну, хорошая увлажняющая маска. Не как маска, а просто как бальзам. Ничего особенного я от него не увидела. И на этом все. Это все, что я купила. Давайте посмотрю эффект от блеску. Не знаю, мне кажется, никакого эффекта, прям увеличения губ не было. А как будто мои губы прямо сейчас получают ожог. И мы быстренько справились. Вот такая вот у меня была закупка. Надеюсь, у нас получится красивый макияж. И вы напишите в комментариях, чем из этих средств вы пользовались. Мне кажется, найдется хоть одно средство, которое у вас есть или вы пользовались когда-то. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Желаю всем моря улыбок. Hoş sağ olunuzlar.